Добрый вечер. В прямом эфире «Новости 24» в студии Лейла Цурова. И вот главные темы выпуска. Долой трехсменки. В Ингушетии запланировано строительство еще 13 школ. Дети Юга против алкоголя, наркотиков и преступности. МВД региона провело надзорно-профилактическую операцию. Теперь ты полноправный студент. Все об обряде посвящения в сюжете нашего корреспондента. Модернизация образования затрагивает практически каждую семью, где есть дети. Первоочередной задачей в рамках этого процесса для нашего региона является ликвидация трехсменки. С этой целью на ближайшее будущее в Ингушетии запланировано строительство еще 13 школьных и 23 дошкольных учебных заведений, одно из которых появится в сельском поселении Далаково. Репортаж Хавы Султыговой. Задача ликвидировать трехсменку была поставлена Владимиром Путиным перед главами всех субъектов России. В рамках выполнения указания президента страны в республике к концу 2014 года планируется построить 13 новых общеобразовательных школ. Уже построено около 10. Однако проблема трехсменки актуальна в 15 населенных пунктах республики. Мы сейчас вводили 13 школ, это должны закрыть всю трехсменку, проблему. Министерство образования знает по количеству школ? Это серьезные проекты, серьезное вложение. Здесь каждый должен просто более чем ответственно отнестись. Подрядчики назначены. Евкуров распорядился, чтобы строители уже на следующий день после совещания приступили к строительным работам. Глава республики отметил, что новые школы должны находиться рядом с детскими садами. Воскресенье. В воскресенье в 10 часов утра все начинают работать. Первый этап ваш, там, что вы должны сделать, это отнести забором территорию. Пятимат Аздоева, гендиректор строительной организации, будет строить школу на 704 места в сельском поселении Нижние Ачелуки. Пятимат – единственная представительница прекрасного пола, фирма которой выиграла тендер на строительство. В этой сфере начала работать недавно, но успела зарекомендовать себя с положительной стороны. Ее фирма в августе построила школу в Алхастах. Конечно же, мы готовы к началу строительства, тем более, что мы буквально недавно, месяц назад, сдали объект такого же назначения, школу поселения Алхасты, и поэтому даже весь коллектив и, как сказать, все наши материальные ресурсы, средства, все, в принципе, есть в необходимом количестве и качестве, да, для того, чтобы начать это строительство. Помимо 13 школ в республике планируется к 2015 году построить около 25 детских садов. Строительство 2 из них почти завершено. Новые дошкольные учреждения появятся практически во всех густонаселенных пунктах Ингушетии. Дальше строительство в городе Карабалаке, школу на 540 мест. И садик в Дозране сейчас мы начинаем завтрашнего дня уже строить. С 2000 года мы работаем на рынке строительном рынке. 40 с лишним объектов нами построено, больших и малых. Первоочередная задача Министерства образования Ингушетии на ближайшие 2 года – это ликвидация трехсменки. Однако в дальнейшей перспективе республика должна перейти на односменную систему образования и решить вопрос нехватки мест в дошкольных учреждениях. Для достижения этих целей до 2018 года в Ингушетии планируется построить около 100 школ и 200 детских садов. Муслим Гани, Слумбек Аздоев, Новости 24. В конце июля дорожные строители приступили к земляным работам на участке от Кантышевского перекрестка по направлению к Малгобеку. Наш корреспондент выяснил, какие новшества были применены при реконструкции дороги. Несмотря на пасмурную погоду, масштабная реконструкция первого участка дороги Назрань-Малгобек продолжается. После ее реконструкции ширина дороги составит 11,5 метров и будет организовано 3 полосы движения, одна из которых будет предназначена для обгона тихоходного транспорта. В настоящее время продолжается подготовка основания для укладки асфальтобетонного покрытия. От качественного основания во многом зависит, как долго будет служить асфальт. Слой основания, верхний слой основания, ложится черный щебень. На этот черный щебень ложится уже нижний слой асфальтобетона толщиной 7 сантиметров, а на него уже асфальтобетон мелкозернистый толщиной 5 сантиметров. Толщина общая асфальтобетона получается 20 сантиметров. При строительстве дороги особое внимание уделяет долговечности асфальтового покрытия. Для придания ему прочности толщина его будет увеличена, что позволит избежать просадки и деформации дорожного полотна.
срок эксплуатации данной дороги до следующего капитального ремонта минимум 12 лет. Я должен сказать, что после ввода в эксплуатацию этой дороги толщина асфальта здесь 20 сантиметров. Вот эта дорога будет удовлетворять всем требованиям и легко выдержит движение большегрузных машин. Например, вот таких КАМАЗов, танеров. Вот он выдержит. По планам дорожников, до конца этого года будет уложено около 3,5 километров, а полная реконструкция дороги завершится в 2015 году. Магомед Измайлов, Ильяс Дасхоев, Новости 24. В следующем году в сельском поселении Далаково будет введена в эксплуатацию новая школа на 540 мест. Репортаж Хавы Султыговой. В Далаково население растет от года в год. Если несколько лет назад оно не превышало 5000 человек, то сейчас здесь проживает около 7000. Из них 2036 являются школьниками. На данный момент в селе действует 2 общеобразовательных учреждения старой постройки. Основная общеобразовательная школа селения Далаково. Здание было построено в 1923 году. В этом году здесь была проведена полная реконструкция. По словам директора школы, от старого корпуса были оставлены только 4 стены, а все остальное, начиная от крыши до пола, было заменено. По словам директора школы Лейлы Шаухаловой, здание было в удручающем состоянии. Пришлось менять абсолютно все. Были поставлены новые окна, двери, положили новые полы, провели противопожарную систему. А также по линии модернизации общеобразовательных учреждений была установлена новая система отопления. Теперь школьники могут встречать холода спокойно. Все это, конечно, радует учеников. Однако школа рассчитана всего на 250 мест, а обучаются здесь 390 учеников. Занятия проходят в несколько смен. Власти республики разработали программу ликвидации трехсменки. В сельском поселении Далаково на территории площадью 1590 квадратных метров идет строительство современной школы. Строительство у нас сейчас масштабное, потому что финансирование поступило. В стройматериале у нас доставки. Так, техника у нас есть, люди задействованы сейчас. Сейчас в данное время человек 60 у нас работает. В течение недели у нас наружные коммуникации все, водяные, газ. Людей поставим, будет человек 130 у нас работать. Школа будет состоять из 4 блоков, 3 из которых в 2 этажа и 1 высотой в 3 этажа. В здании планируется создать все условия для удобства учеников. Также здесь предусмотрены большая библиотека, столовая зона, актовый зал площадью 171 квадратный метр, спортивный зал площадью 302 квадратных метра. Как подчеркнул Магомед Аздоев, к строительству привлекают местных жителей. И это большое подспорье для решения вопроса трудоустройства населения. Строительство новой школы идет полным ходом. К концу этого года будет достроен корпус здания. А в 2014 году, 1 сентября, 540 учеников займут свои парты. По словам главы администрации Дауда Акиева, село занимает большую территорию, и местным школьникам приходится преодолевать огромный путь, прежде чем они дойдут до места учебы. Таким образом, новая школа решает сразу 2 проблемы. Первая – это появление новых ученических мест, то есть разгрузка предыдущих 2 школ. И вторая – это удобство для школьников, живущих в новом микрорайоне. Тут рядом строится школа. У меня 5 детей. Они должны 2 километра ходить в школу. Нам очень приятно, что он рядом находится. Строящаяся школа решит проблему не только посадочных мест. Здесь учащиеся смогут получить, кроме основного, еще и дополнительное образование. Будут функционировать новые кружки и секции. Хава Султыгова, Рамазан Миржоев, Новости 24. Все организационные моменты по отправке паломников в хадж завершены. В этом году свой святой долг выполняют около 1500 ингушей. Муслим Ганиев с подробностями. Хадж – это священная обязанность каждого мусульманина, который имеет материальный достаток на поездку. Ахмед Албагачиев – руководитель одной из группы паломников. Для Ахмеда это уже 10-я поездка. В его группе 43 человека. Из них 22 женщины и 21 мужчина. Всю поездку он будет сопровождать свою группу и объяснять им, где и что надо делать. график это надо было уже 29 июля живе надо было и самолет июля мы должны хаму удили там чакряны да группа шаватя яни
نه دیدیش دو همه دیگر هم نه دا والش جواشا بیاتش سانه او مش دیدیش دو همه اشتشان دا белгілежі نه можете даже до туда. Ежегодно святые места в Мекке и Медине посещают миллионы паломников со всего мира. Российских из них около 20 тысяч, 1500 из них – ингуши. Из аэропорта Магаз будет совершено 10 авиарейсов. Сейчас комитет по хаджу республики готовит документы на полет и бронирует места в гостинице. Кто-то летит в первый раз, а кому-то не впервой. Взять эмоции, то я еду впервые, поэтому, соответственно, их словами не передать. Так как люди, которые там уже побывали, они рассказывают, как там красиво. Но дело даже не в красоте, а самой святости этого места. Паломники пробудут в святых местах около месяца. 4 дня из них в Медине и остальные 3 недели в Мекке. За это время они совершат все 5 обязательных ритуалов. Молдхан Угурчиева едет в святые места уже в 4-й раз, в каждой из которых эмоции от предстоящего захватывают ее по новой. Все 1440 паломников полетят в Медину напрямую из аэропорта Магаз. Спецборд совершит 9 поездок туда и обратно. Первая группа верующих из Ингушетии вылетит 29 сентября. В аэропорте сделали все необходимое для отправки и приема вылетающих. Аэропорт Магаз имени первого героя России Сулумбека Асканова на сегодняшний день готов полностью для отправки паломников, также и для приема паломников. Все службы, которые находятся в аэропорту, проведены порядок, полную сертификацию мы имеем. Готовность, можно сказать, номер 1. Помимо мусульман из Ингушетии, из аэропорта Магаз в святые места полетят паломники из соседних республик. Современное техническое оснащение аэровокзала позволяет оказать содействие в организации отправки паломников из Северной Осетии и Дагестана. Их вылет намечается 27 и 28 сентября соответственно. Муслим Ганиев, Ахмед Чербижев, Илес Дасхоев. Новости 24. Министерство внутренних дел Ингушетии совместно с Управлением Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков провели оперативно-профилактическое мероприятие. Подробности у Зарины Матиевой. «Дети Юга» – так называется оперативно-профилактическая операция, которая проводится в Ингушетии. В период с 9 по 23 сентября 2013 года по взаимодействию с Управлением Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков России по Республике Ингушетия. Главными целями этой операции являются предупреждение распространения алкоголизма и наркомании среди несовершеннолетних, выявление фактов вовлечения подростков и молодежи в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков. В ходе проведения данной операции во всех учебных заведениях Назрановского района с учащимися проведены лекции и беседы о вреде потребления наркотиков, а также об ответственности за участие в их распространении. Также инспекторами ПДН проведена проверка жилого сектора с целью выявления родителей, не исполняющих родительских обязательств, допускающих жестокое обращение с несовершеннолетними и употребляющих наркотики. В результате проведенных мероприятий выявлены и поставлены на профилактический учет 2 неблагополучные семьи. Также проверены торговые точки, где продается табак и алкоголь. В результате к административной ответственности по статье 14.2 Кодекса об административных правонарушениях привлечены к административной ответственности 5 человек. Операция «Дети Юга» в Ингушетии проводится ежегодно. Организаторы надеются, что такого рода мероприятия окажут благотворное влияние на молодежь республики. Зарина Матиева, Сулумбек Аздоев. Новости 24. Сельскохозяйственная отрасль – важнейшее направление, которое в прежние времена во многом определяло экономическое благосостояние населения региона. Вот и сегодня все больше людей изъявляют желание заниматься земледелием. В этом всяческую поддержку оказывает и руководство Ингушетии. Подробности в нашем следующем сюжете. В сельском поселении Аршты распоряжением главы республики Юнузбека Евкурова создано государственное унитарное предприятие «Вежери». Ранее жители 2 населенных пунктов Сунжинского района обратились к руководителю региона с просьбой о выделении земельного участка и необходимой сельхозтехники для создания своего сельхозпредприятия. Руководитель республики решительно поддержал горячее стремление жителей отдаленных ингушских сельских поселений вновь работать на земле. На сегодняшний день мы работаем уже
второй месяц здесь, на полях. Эффект есть, рабочие места есть, и население довольное. Новому хозяйству было выделено 750 гектаров площади в юго-восточной части республики. С образованием нового ГУПа предстояло выполнить большой объем самых различных работ с привлечением большого количества техники и людей. Достаточно сказать, что на полях ГУПа в этот период было задействовано 57 единиц сельхозтехники. Земля у нас уже практически готова. У людей настроение боевое. Министерство сельского хозяйства нам выделяет зерно, семена. И мы думаем, до 20 октября мы посеем озимую. С образованием ГУП по Вежери решился и вопрос трудоустройства. В настоящее время механизаторы хозяйства занимаются подготовкой почвы к предстоящему севу озимых. Они готовы трудиться, не покладая рук, чтобы их хозяйство скорее вошло в число самых благополучных предприятий республики. Светлана Томова, Хава Бекова, Аслан Героев. Новости 24. Сегодня в Большой студии национальной телерадиокомпании «Ингушетия» прошла пресс-конференция с участием сотрудников Главного управления МЧС по Республике Ингушетия. Речь главным образом шла о защите населения от чрезвычайных ситуаций. В стенах национальной телерадиокомпании «Ингушетия» прошла пресс-конференция с участием главного государственного инспектора по маломерным судам Главного управления МЧС по Республике Ингушетия Мальсаговым Гириханом Юсуповичем и заместителем начальника Главного управления МЧС по Республике Ингушетия, начальником надзорной деятельности по Республике Ингушетия Бековым Ахматханом Бекхановичем. Встреча была посвящена защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах на территории Республики Ингушетия. А именно были затронуты вопросы, касающиеся основных направлений их деятельности. Как в республике осуществляется обучение мерам пожарной безопасности и планирование работы по проведению проверок на объектах. Те внеплановые проверки, которые нами проводятся на объектах защиты, это либо по поручению прокуратуры, либо по контролю за выполнением ранее выданного предписания. На пресс-конференции также были затронуты вопросы обучения правилам безопасности на водных объектах. Значит, на заседании там не только теорию доносим до их, там правила поведения на воде, там меры оказания помощи, но и на практике это все отрабатывается. Поэтому дети бывают очень довольны. И в процессе проведения этих мероприятий мы раздаем памятки, вручаем. И уже 3-й год у нас практикуется. Мы взяли на контроль те группы. Вы знаете, даже с каждым годом все увеличится людей, которые выезжают на Черноморское побережье, на Каспий. То есть мы здесь проводим инструктаж, выявляем эти группы, которые выезжают. Сегодня управлением МЧС по Ингушетии ведется плановая работа по предотвращению чрезвычайных ситуаций, а также ликвидации их последствий. Мадина Албагачиева, Саламбек Аздоев. Новости 24. Цифровое телевидение в каждый дом. К 2015 году телевидение должно перейти от аналогового к цифровому. Это дает возможность не только качественного просмотра телепрограмм, но и выход в социальные сети или на сайт госуслуг. О том, как можно подключиться к цифре, узнаем из следующего сюжета. Алло, здравствуйте. Утро специалиста колл-центра Магасовского радиотелепередающего центра Руслана Ахриева начинается с телефонных звонков любопытных клиентов. Звонят в основном зрители, которым надоели помехи в телевизионном эфире, и те, кто хочет смотреть не 3 канала, как привыкли, а значительно больше. В Центре консультационной поддержки подробно расскажут о том, что такое цифровое телевидение и как подключиться к нему. Этот вопрос интересует почти каждого. Для подключения к цифровому эфирному телевидению не нужен специалист, это можно саму дома сделать обычно в таких условиях. То есть нужна обычная дециметровая уличная антенна, то есть не тарелка, а обычная антенна. Если ее нет, то желательно приобрести. Можно и комнатную, но я посоветовал именно уличную антенну, потому что это чтобы был уверенный прием, так скажем. И нужен цифровой эфирный приемник. Если телевизор старый с кинескопом, если же телевизор новый, ЖК-телевизор, именно со встроенным цифровым эфирным приемником, поддерживающим стандарт именно DVB-T2, тогда ничего не нужно. Человек просто подключает именно кабель от антенны к этому телевизору, делает обычную автонастройку, сканирование каналов,
и телевизор в автоматическом режиме все эти каналы вылавливает. Цифра в действии. В колл-центре не только расскажут, но и покажут, какие каналы и в каком качестве можно будет смотреть у себя дома. Любой посетитель колл-центра может не только задать все интересующие его вопросы, но и наглядно увидеть разницу между цифровым и аналоговым телевидением. Вот так показывает в Магасе телевизор с комнатной антенной, а это уже цифровое телевидение с приставкой и антенной. Многих интересует и стоимость услуги подключения. Приставку можно установить самому без посторонней помощи. Главное приобрести ее. Сделать это можно на рынке или в магазине. Качество, цена вопроса. То есть люди не платят деньги за цифровое телевидение. То есть купив приставку, количество каналов обозначено, да, мультиплексом. Первый, второй мультиплекс, третий, там, какие каналы там, ну вы знаете, да, первый мультиплекс уже есть каналы, второй уже обозначены каналы, там, ТВ-центр, РЕН-ТВ, СТС, домашний, там, канал МИР. В отдаленных местах и селениях цифра тоже появится очень скоро. Жители сельского поселения Сурхахи ждут этого. Проезжая, интересуются, когда, наконец, запустят телевидение нового поколения. Всем нужна, всем очень даже нужна башня. Телевидение и кабельное, я не знаю даже, что за кабельное, но обычно антенн плохо ловит здесь, везде. А смотрите телевизор? Смотрю, конечно, все смотрят телевизор. Какие каналы? То все, что ловит. В Сурхахах пока достраивают заборы и устанавливают трансформатор. Строители, а точнее представители фирмы генерального подрядчика приезжают, чтобы проверить качество проделанных работ. Эта фирма строит подобные принимающие и передающие станции в буквальном смысле за полярным кругом. Конечно, в Ингушетии нет суровых морозов, но есть свои особенности. Здесь сложности – это горные условия, сложные подъезды. Затраты на аналоговое вещание и так далее, даже в вопросах энергетики, да, вот, потребляемая мощность в несколько раз превышает у аналогового оборудования, нежели у цифры. В соответствии с федеральной целевой программой к 2015 году цифровое эфирное телевидение будет доступно населению республики более чем на 90%. И тогда, возможно, мы станем свидетелями того, как заканчивается эпоха аналогового телевидения. Сказать, что цифровое телевидение врывается в каждый дом, не сказать ничего. Телевизор мы смотрим на кухне, в спальне, в гостиной. И все-таки не стоит часами сидеть у телевизора. Ведь вокруг нас есть мир, полный настоящих красок. Зухра Гамбердова, Сурхо Кусиев. Новости 24. Ингушский государственный университет принял в свои ряды новую волну студентов. Вчерашние абитуриенты переступают порог учебного заведения, стремятся поскорее стать частью студенческого братства. Однако для этого недостаточно сдать документы и пройти конкурсный отбор. За всеми экзаменами следует важная процедура – обряд посвящения. Мадина Пугуева расскажет о таинстве. Песни, танцы и чисто студенческий юмор. Традиционно в начале учебного года студенческий совет Ингушского государственного университета устраивает праздник посвящения для первокурсников. Эта традиция, в общем-то, берет свое начало в Древней Греции, когда подростки должны были доказать свое право называться взрослыми. Ритуал посвящения позволит первокурсникам проникнуться в царящую здесь атмосферу. Я хотел бы вас поблагодарить за то, что выбрали нас. Потому что из всех университетских факультетов биологический факультет – это самый лучший. В качестве почетного гостя сегодня здесь присутствует и Марета Цароева, доктор наук и профессор Сорбонского университета. Посвящение студенты для первокурсников праздник, а любой праздник, как известно, это музыка, песни и хорошее настроение. Так и сегодня ребятами организована большая интересная программа, в которую вошли разнообразные шутки, розыгрыши и викторины. 12 конфет в ротовой полости не просто мешают говорить, но порой действительно напоминают губошлепа. Толстогубый губошлеп. Теперь давай вторую конфету. Перед организаторами мероприятия стоит важная задача – сделать праздник посвящения ярким и запоминающимся. Поэтому к его подготовке ребята подходят очень ответственно. Я надеюсь, что это немного оживит наших первокурсников, это поможет им более освоиться и понять, что мы находимся все в одной большой чаше, которая называется университет. Это еще одна страница в их почти беззаботной студенческой жизни, след, который останется в памяти каждого первокурсника как праздник вступления во взрослую жизнь. Мадина Пугуева, Анзор Чахкиев, новости 24.
Далее вас ждет прогноз погоды. Я с вами прощаюсь. Спокойной ночи. Классическая мужская одежда от именитых брендов. Большой выбор костюмов, брюк, рубашек, аксессуаров.